эфире новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Понижение уровней воды наблюдается на реках Якутии. Просторные аудитории и свежий ремонт. Новая детская школа искусств открылась в Ары-Алахе. Проекты из Якутии стали финалистами отбора акселерационной программы Агентства стратегических инициатив. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобожден митингующими из СИЗО. Политик вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством Государственного комитета национальной безопасности Киргизской республики. Перед этим протестующие, не согласные с итогами парламентских выборов, захватили здание, где располагается администрация президента и парламент. Очевидцы сообщают, что во время штурма правительственную территорию спешно покинула колонна машин. Предположительно, это был кортеж членов кабинета министров. Число людей, пострадавших в понедельник в результате столкновений между демонстрантами и сотрудниками милиции в столице Киргизии, увеличилось до 130. Напомню, в понедельник утром на центральной площади Бишкека начался митинг представителей тех партий, которые по итогам голосования не прошли в состав законодательного органа. Они требовали аннулирования результатов и проведения повторного волеизъявления. Алроса предотвратила вспышку коронавируса на Нюрбинском ГОКе, где выявили больных. Сейчас компания принимает необходимые меры для локализации вспышки. На предприятии вахтовым методом работают около 800 человек, у всех них взяты анализы. Первая партия выявила порядка 20 положительных результатов. У большинства из выявленных заболевших нет видимых симптомов заболевания. Сейчас работники с подтвержденными положительными тестами на COVID-19 изолированы. Часть из них была транспортирована в медицинские учреждения и обсерваторы. Предприятие мобилизовало дополнительные бригады медиков. На ГОКе имеется необходимый запас медикаментов и средств защиты. На Нюрбинском ГОКе продолжают действовать жесткие меры антивирусной безопасности, в том числе обязательная обсервация работников и проведение 2 тестов перед заездом на вахту. Более половины населения Якутии получило прививку против гриппа. Об этом рассказали в пресс-службе главы правительства региона. На сегодняшний день привито 52% населения, в том числе 62% детского и 45,5% взрослого. Первыми вакцинацию прошли медицинские работники, работники образования, жилищно-коммунального хозяйства и ресурсно-снабжающих организаций. Руководитель регионального Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева отметила, что прививочная кампания в республике продолжается в связи с началом сезонного заболевания ОРВИ и гриппом. Владимир Путин назвал несерьезным разговоры о полном переходе школ на дистанционное обучение. Такое заявление он сделал в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции. Говоря об обеспечении технического доступа к онлайн-платформам, Путин подчеркнул, что на данный момент приоритетной задачей является обеспечение доступа к широкополосному и скоростному интернету. Глава государства отметил, что к 2030 году планируется обеспечить практически всем россиянам широкополосный доступ к интернету. Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционные форматы обучения являются несерьезными, потому что как бы ни развивались технологии, совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования. Во-первых, нужно обеспечить доступ к широкому интернету и скоростному интернету. Это вот мы должны сделать в течение следующего года. Второе, нужно без всяких сомнений не только инфраструктуру эту создавать, но нужно, чтобы в каждой российской семье было соответствующее оборудование. У нас есть определенные планы, что нужно сделать к 2024 году, что к 2030 году, к 30-му практически 100%. 9 новых школ и 10 детсадов ведут в Якутии до конца этого года. Например, в столице региона должны быть достроены школа на 360 мест в 203-м микрорайоне, а также пристроена 315 мест к школе номер 31. Еще один крупный объект – многопрофильная гимназия на 220 учащихся в Хандыге. Также в этом году завершится строительство школы-сада на 145 мест в селе Тамалакан Верхневилюйского района.
В районных центрах Сунтарского и Нюрбинского районов будут введены в эксплуатацию детские сады на 240 и 280 мест. Еще один крупный детский сад откроется в Якутске, в микрорайоне Прометей. Понижение уровней воды наблюдается на реках Вилюй, Яна, Индигирка и Колыма. На реке Вилюй наблюдается незначительный спад от 1 до 10 сантиметров. На участке Верхневилюйск уровни воды сохраняются ниже проектных отметок. На верхнем и среднем течении реки Яны наблюдается понижение уровней воды, а в нижнем течении реки на участке Юбилейной, Нижнеянск отмечается суточный рост от 15 до 30 сантиметров за сутки. У гидропоста Батагай уровень воды наблюдается ниже проектной отметки. Понижение воды от 5 до 25 сантиметров за сутки наблюдается на реках Индигирка и Колыма. Уровни воды отмечаются ниже проектных отметок на участке реки Индигирка, Белая гора, Чукурдах и на участке реки Колыма, Зырянка, Среднеколымск. Новая детская школа искусств открылась в Арылахе, а если быть точнее, переехала в новое здание. Теперь она будет соседствовать с детским садом. Местные жители и их дети, кто тесно связан с творчеством, ждали этого события 4 года. Просторные светлые аудитории и свежий ремонт. Когда дети смогут взяться за музыкальные инструменты или встать к новому станку, расскажет Анна Брянская. Якутскому народному ансамблю «Аллегро» уже 10 лет. Многие из девушек занимаются танцами почти с его зарождения. В небольшом северном поселке каждый второй ребенок занимается тем или иным творчеством – танцами, музыкой, изобразительным искусством. Новая школа стала для ребят настоящим подарком к новому учебному году. В новой школе у нас стали места больше, новые станки. А места больше стало в 6 раз. В старом здании было чуть больше 100 квадратных метров. Теперь в распоряжении детей и педагогов почти 700. Чтобы переоборудовать часть здания, Мирнинский район выделил субсидию некоммерческой организации «Алмазик» в 12 миллионов рублей. Около 4 лет назад мы ощутили, что по детскому саду в селе Арылах у нас есть проблемы с заполнением детьми. Пустовали помещения. Очень было жалко и обидно, что такие хорошие помещения остаются без внимания. Здесь расположились и костюмерная, и класс изобразительного искусства. Мольберты уже ждут своих художников. Так же, как и в музыкальном зале новые инструменты, а в танцевальном – балетные станки. Пока официальная делегация прогуливалась по новым классам, Аян Семенов не упустил возможности и присел за новое фортепиано. Инструментом 11-классник увлекается 8 лет. Для него переезд в новое здание – значимое событие. Со старым зданием я жил по соседству, из окна был вид. Здание было не в очень лучшем виде и не соответствовало некоторым требованиям. Классы были очень маленькие, а сейчас тут намного больше места и достаточно больше оборудования и возможностей будет. На сегодня в детской школе обучается 115 детей. Теперь здесь смогут принять еще больше воспитанников. Пока взять в руки инструмент ребята не смогут. До 30 октября по всей республике продлили режим самоизоляции. Но они уже в нетерпении хотят зайти в эти светлые классы и начать творить. Анна Брянская, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Первый этап кадрового проекта «Таланты Якутии» стартовал в регионе. Главная цель конкурса – выявление молодых перспективных специалистов и управленцев. Напомним, этот проект был создан на базе республиканской игры «Министр», запущенной еще в 2009 году. В обновленной ее версии могут принять участие граждане России от 18 до 45 лет. Первый этап регистрация продлится до 26 октября. По итогам всех 4 этапов 300 лучших участников выйдут в финал. Начиная с января следующего года они будут обучаться по программе развития прорывных компетенций Lab.Talent. И в итоге в сентябре 2021 года будут названы имена 10 победителей. Мы узнаем 10 абсолютных победителей, которые будут награждены сертификатами для дальнейшего продвижения, для дальнейшего повышения квалификации обучения. Да? Будут обучаться в вузах России и мира. Также они войдут в кадровый управленческий резерв Республики Саха-Якутия.
Финалистами отбора акселерационной программы Агентства стратегических инициатив стали проекты из Якутии, квартал труда и сеть сельских пространств коллективной работы «Сайды». О том, как проходил отбор лучших идей в рамках федеральной программы 100 городских лидеров, в сюжете наших коллег. Социально важным для страны проектом названа «Сельская точка кипения «Сайды». Инициатива якутян получила поддержку Агентства стратегических инициатив и прошла в финал федеральной программы 100 городских лидеров. Мы рассчитываем в дальнейшем создавать такие пространства по всей республике, и порядка 50 пространств до конца 2022 года будет создано. Мы призываем всех сельчан с нами поработать. И акселератор направлен на то, чтобы разные команды из разных городов смогли сделать жизнь в городах и в селах лучше. Акселератор 100 городских лидеров – это семинары, мастер-классы, обучение команд и отбор лучших проектов по 5 номинациям. Цель программы – запуск процессов изменений в городах по всей стране. В финал пройдут 20 сильнейших заявок из 20 городов России. Мы занимаемся созданием современных и бесплатных площадок для коллективной работы сельчан и всех желающих, для того, чтобы они перезагрузили свое село, перекодировали свое будущее. На сегодняшний день мы уже одно пространство создали в пилотном селе Титабехан Галасского улуса, и мы рассчитываем такие пространства создать по всей республике. До конца 2022 года будет 50 пространств уже на базе существующих библиотек, культурных центров и домов культуры. Первый сельский коворкинг уже открыт на базе культурного центра «Сарел». Его повестка – новая модель села. В следующем году на сельских территориях Якутии будет запущено 14 коллективных пространств, а еще 35 откроют к столетию республики. Инвесторами выступят муниципалитеты, частный бизнес и некоммерческая организация «Индустрия будущего». Туяра Константинова, Джур Березкин, Сочи. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.